Всем привет, друзья! Сегодня у нас на календаре 8 марта, а это значит, сегодня у нас праздник, весенний праздник, праздник наших женщин, девушек, девочек. Все правильно, сегодня у нас праздник 8 марта. Как мы раньше говорили, Международный женский день 8 марта. И в первую очередь хочу поздравить всех женщин, всех девушек, девочек с этим прекрасным весенним праздником. От души желаю вам здоровья, счастья, любви, побольше улыбок. Ведь не зря говорят, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Побольше улыбок, поменьше слез. Чтоб, если даже слезы были, они были от радости, от смеха, но не как от горя и все такое. Вчера приехал поздно вечером уже, ночью, с лесной рыбалки, с лесной речки. 5 дней провели мы в лесу. И, естественно, проводились съемки. Кое-что поймали. Могу даже вот сразу показать. Вот это моя часть улова, моя часть. Ездили втроем, попадали, это рыба хариус. Попадали довольно приличные экземпляры. Это вот такие, ну, нормальные харюза, вот такие крупненькие, хорошенькие харюза. Сегодня у нас за праздничным столом будет свежатинка. И пожарим, и сделаем малосолочку. Все это будет. Почему она такая замороженная? Да потому что у нас, друзья, минус сейчас где-то, наверное, 26 там градусов, но пока мы были в лесу, доходило до минус 33 градусов. У нас уже 4-й день давят такие морозы, хорошие морозы, которых даже зимой не было. И обещают продержаться где-то еще дней 5. Вот такая вот у нас весна. Подмораживает, лесные речки замерзли, наконец-то на них появился лед. Прокатились по тем местам, по новым местам, где даже зимой не бывали. В общем, исследовали огромный участок реки, порыбачили там, везде порыбачили. Ну, половили. Первый день хуже, 5-й день хуже, а 2-й, 3-й, 4-й так немного поклевало. Получили удовольствие от вываживания крупного хариуса. 3 мормышки остались в реке, не выдерживала леска, лопалась. В общем, в скором времени эти кадры вы все увидите на YouTube канале, пока YouTube канале. Почему пока? Ну и да потому что скоро, мне кажется, не знаю, будет ли вообще YouTube канал. Все печально, все очень печально. К вашему сведению, вы, наверное, уже в курсе, YouTube, вообще полностью на YouTube пропала реклама. Может быть, вам это как бы и хорошо, но нам, те, на чьих каналах была реклама, хорошего в этом, конечно, мало. Мы потеряли полностью монетизацию. И теперь на ютубе мы не будем получать вообще никакого дохода. Все, ноль, полный ноль. Отключили монетизацию. Так вот, есть российская платформа, такая же как YouTube, это Рутуб. И буквально недавно, вот перед рыбалкой, буквально, может, неделю назад, я открыл канал, такой же одноименный канал на Рутубе. Это наша российская платформа. И, конечно, там пока, что-то я с рыбалки приехал, что-то сейчас 24 подписчика, что ли. Так что оставляю ссылочку в описании этого ролика. И прошу перейти по этой ссылочке на наш российский канал, на Рутуб, где мы также будем видеть мои ролики. Пока, сначала я пока полностью каждый день выставляю по ролику. Это с 2017 года, когда я открыл канал на ютубе. Немножко фильтрую, немножко убираю, но в основном все мои поездки на рыбалку с самого начала, с 2017 года, 18-й, грубо говоря, сейчас уже идет, один за одним
я начинаю выставлять эти ролики на Рутубе. Так что, кто подписался на мой канал, ютубовский канал, и не видели моих первых роликов, теперь как раз вот есть такая возможность посмотреть, как это все начиналось 4 года назад. Также у меня есть канал, я уже где-то месяц назад открыл, это наша тоже российская платформа, канал Яндекс.Дзен. За месяц у меня там подписалось 349, ну 350 подписчиков. Также оставляю ссылочку и на Яндекс.Дзен. Там пока копейки, но я уже опять же начинаю зарабатывать деньги. И в скором времени, когда канал раскрутится, там будет реклама. И потихонечку, когда по мере раскручивания канала, я опять смогу немножко хоть заработать денежку, чтобы съездить для тех же поездок, для покупки этого же оборудования, тех же, скажем, той же лодки опять же. Кстати, вот то, что я лодку приобрел еще и автомобиль, взял кредит, второй, как бы один брал еще в Сбербанке, второй Сбербанк, когда повысил уже проценты на автомобиль, я брал уже в Совкомбанке, потому что Сбербанк не одобрил мне сумму, когда его в связи с известными событиями уже там тоже ввели, видать, кое-какие санкции. Сбербанк мне просто в кредите отказал. Пришлось брать кредит на больший процент в Совкомбанке. И как бы в планах было выплачивать кредиты именно с ютубовского дохода. Ну, как мы видим, YouTube рухнул, по крайней мере, доходы с YouTube. Ну и теперь первое время мне придется тяжковато, но ничего, чтобы не было. Проходили не такое, прорвемся. И, конечно же, друзья, с вашей помощью, потому что, перейдя на канал на Яндекс.Дзене, и если будете смотреть на Яндекс.Дзене мои ролики, подпишитесь на канал на Яндекс.Дзене. Также с помощью этого будет повышаться и мой доход на наших российских платформах. А что будет с Ютубом? Ну, не знаю, что будет. Отключение монетизации, возможно, это первый шаг. В дальнейшем, может быть, этот канал может быть вообще закрыть. И чтобы не потерять связь, чтобы ролики, пока он открыт канал, даже бесплатно, без монетизации, конечно же, я буду закидывать, заливать эти ролики. Также будут серия вот этих роликов про нашу крайнюю рыбалочку на лесной реке. Все это будет смонтировано, все это будет на Ютубе. А на Яндекс.Дзене сейчас идут у меня 2019 год пока ролики. На Рутубе у меня 18. В общем, на всех 3 каналах у меня идут разные ролики. YouTube. Ну потом, в конце концов, потихонечку, я так думаю, что Яндекс.Дзен, потом со временем и Рутуб, они догонят все друг друга. И где-то, я так думаю, через годик, через полтора, просто один и тот же ролик я буду выкидывать там и там. Кому как удобнее смотреть, это уже решать вам. Но пока на всех 3 каналах у меня разные фильмы. Где-то весна, где-то зима, где-то осень, разное время. Хорошо, что я эти все ролики сохранял на внешних жестких дисках. И теперь даже полностью, если выключать YouTube, у меня есть это где взять. Так, это коротко о наших ютубах, рутубах, яндексах. Так что переходите, жду вас в гости на наших российских платформах, потому что в связи с последними событиями очень много народу отписалось. Видно, просто было по статистике кучами, пачками отписывались. Ну и бог с ним, подписка это дело каждого. Ну, на что бы я хотел обратить внимание, на вот эти язвенные, злостные комментарии, которые пишутся в мой адрес моей семьи. Вы что думаете, этими комментариями вы хотите как-то вывести меня из себя или что-то спровоцировать, чтобы я сказал конкретное на ютубе
то, что творится в мире сейчас в связи с последними событиями, нет, друзья, вы далеко ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. Мой канал Коми Рыбак, это канал о рыбалке. О рыбалке, о дружбе, о жизни в нашей Коми республике, жизни в глубинке. Как живут простой народ, как живут простые Коми люди, как живут рыбаки, как это все делается, но никак не о политике. Да, конечно, у меня есть свое мнение. Да, конечно, у меня есть о чем сказать, но на своем канале, который о рыбалке, мы ни слова не будем говорить о политике. Это потому что политика, вы сами знаете, кто-то за одно, кто-то за другое, кто-то за третье. И то, что сейчас происходит в мире, это далеко не началось не неделю назад, там 22 февраля, или как вы думаете. То, что происходит на Украине, это началось 8 лет назад, даже не 8 лет назад, а еще раньше, когда развалили наш Советский Союз. Ведь тогда мы жили все очень дружно. У меня во время службы, срочной службы, проходили мы когда в Германии, у нас в казарме, у нас в роте было где-то, половина точно парней с Украины. Мы все четко жили дружно. Это была одна страна, нам было делить нечего. Это была держава, которая победила фашизм в 1945 году. Советский Союз победил фашизм. Фашист будет побежден и на этот раз. Так что ни слова больше о политике. Все, остаемся. Кто остается на канале, я уже не раз говорил, остаются только друзья, а все недруги, которым, как мне пишут там, да, канал классный, здоровский, но я отписываюсь, потому что. Да ради бога, отписывайтесь. Кому не интересно, силком никого не держим, отписывайтесь. Только прошу, не надо писать гадости. Не услышите вы никаких комментариев с моей стороны. Я просто буду делать удалять ваши комментарии, которые касаются политики, которые касаются меня, моей семьи, моих детей. Просто удалять, блокировать пользователя и все. На канале у меня останутся только те, которым нравится смотреть рыбалку, охоту, жизнь и все такое. Так что переходим по ссылкам, переходим на наши российские каналы, которые не будут закрыты никогда, я так думаю, ни при каких условиях. Все будет хорошо. Всем желаю мирного неба над головой. Всем здоровья, счастья, любви. Наших женщин огромное поздравление чисто от души. Все будет, все получится, все впереди. До встречи на рыбалке. До встречи на канале Коми Рыбак. До свидания.